здесь попытались создать экспозицию, напоминающую о том, что очень много фильмов было на Беларусьфильме снято о войне. Ну, это основная наша тематика. Начиная работу над этим проектом, мы долго думали, кого пригласить ведущим. Не секрет, что в кино, как в политике и спорте, разбираются все, но мало кто по-настоящему знает весь процесс изнутри. В 1956 году он уже работал на съемочной площадке. В белорусском кино более 60 лет. Начинал работать еще с мастерами советского и даже немого кино. Снял десятки документальных, музыкальных и игровых фильмов. Написал несколько книг, в том числе об истории белорусского кино. Владимир Александрович Орлов. Сценарист, режиссер, актер, писатель, телеведущий – наше связующее звено между прошлым и настоящим белорусского кинематографа. Именно ему мы доверили рассказать историю кино нашей страны. Рассказ мой будет, конечно, субъективен, потому что история белорусского кино – это и моя личная история. О ком-то или о каких-то фильмах я расскажу подробнее, о ком-то или о чем-то вообще не упомяну. Кто не согласен, пересмотрите фильмы, о которых пойдет речь. Если я начну перечислять картины студии Белгоскино, которые не сохранились, или вот сохранились не полностью, это займет не одну страницу. То есть часть продукции студии за 1,5 десятилетия ее работы исчезли или, как говорится, канули в лету. Что же случилось? А случилось то, что переломило судьбу каждого гражданина СССР ранним утром 22 июня 1941 года. Началась война. Ленинград окружили фашисты, обстреливали, бомбили. Бомбы попали в фильмохранилище белорусской студии. Сгорела практически вся довоенная кинохроника нашей республики и многие игровые фильмы. То же самое произошло и с картинами, которые к 1941 году успели перевести в Минск. А что же с довоенным проектом Ивана Билибина и Владимира Корж-Саблина? Ведь вовсю здесь, в Ленинграде, уже шла подготовительная работа к запуску в производство фильма «Легенды» «Коваль Верни Дуб». Дело в том, что Иван Яковлевич Билибин отказался покинуть уже осажденный Ленинград со словами «Из осажденной крепости не бегут». Он умрет в первую же блокадную зиму в феврале 1942 года от голода.
Пискаревское мемориальное кладбище. Память о тысячах ленинградцев, погибших в блокаду. Среди них музыканты симфонического оркестра, исполнявшего в осажденном городе 7-ю Ленинградскую симфонию Шостаковича. Среди них умершие от голода скрипач и тромбонист джаз-оркестра Якова Скоморовского, записывавшего музыку к белорусским фильмам. Среди них работники киностудии Ленфильм и Белгоскино. Среди них великий русский художник Иван Яковлевич Билибин. Все те, кто не имели возможности или не захотели покинуть осажденную крепость. Режиссер Владимир Корж-Саблин, надев военную форму, стал режиссером военной кинохроники. Но, покидая Ленинград, он захватил 13 эскизов Билибина с надеждой на осуществление данного проекта после очень скорой, как все надеялись, победы над врагом. Московские искусствоведы даже вообще не знают о существовании этих эскизов Билибина, великого Билибина, потому что они никогда нигде не выставлялись, не экспонировались. 12 из них хранятся в Минске в семье известных кинематографистов, а один эскиз у меня – это черно-белая фигура с длинными какими-то когтями, некое такое чудище, инициалы ИБ 41 и пометочка краски. Страна несет колоссальные человеческие и материальные потери. Враг рвется к Москве. Но кинопроизводство, несмотря на тяжелейшие условия, не останавливается. Снимали игровые военно-патриотические, исторические фильмы, киноконцерты, боевые киносборники, анимационное кино, комические и лирические короткометражки. Ну и, конечно, хронику. Буквально через 40 дней после начала войны, чтобы поднять боевой дух бойцов на фронте, решают спасти любимого киногероя 30-х годов, легендарного командарма Василия Ивановича Чапаева. Ему, на радость зрителей, дают возможность выплыть из Урала. Не давайте пощады врагу, а я проклинаю его чапаевским проклятием. И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами! Среди 2 десятков игровых картин, снятых или доснятых уже во время войны, многие остались любимыми советским зрителям и в послевоенные годы. Товарищ полковник, пушка и пулемет разбиты. Гусеницы есть. Нельзя из боя выходить, не поймут. Повернут за нами. Вы кто такой? А вы кто? Да. Вопрос по существу. Разрешите обоих забрать, товарищ Сталин? Здравствуйте, товарищ народный комиссар. Здравствуйте. Кто же вы такой? Я Пархоменко. От армии Ворошилова. Перешел в кадетский фронт. Здравствуйте, товарищ Пархоменко. Эх! Помирать так с музыкой! Эй! Приказу назад, пошком! Эй! На пушку! Весь пафос этих фильмов был направлен на то, чтобы развенчать миф о превосходстве врага и внушить людям, и прежде всего бойцам Красной Армии, уверенность в победе. Вы только вдумайтесь, за 2 года до окончания войны мы не только мечтаем о победе, мы ее снимаем.
Офицер Владимир Корж-Саблин, как и многие белорусские кинематографисты, в действующей армии. Он один из руководителей съемочных групп фронтовых кинооператоров. На всех фронтах операторов насчитывалось 257 человек. С кинокамерами «Аймо», с пружинным заводом, с катушками пленки, каждая всего на 3 минуты, они сняли за время войны несколько миллионов метров уникальной кинохроники. Сами же очень редко попадали в кадр, но для них это было плохой приметой. Каждый пятый из них не дожил до победы. Погибла за год до победы и кинооператор Мария Сухова. Она не раз летала в немецкий тыл, и частью белорусской партизанской кинохроники мы обязаны именно ей. Мария Сухова погибла в 1944 году, когда снимала прорыв партизанами Ушачской блокады. Совсем недавно в игровом белорусском фильме «Глубокое течение» авторы как бы воссоздали этот эпизод. Кинооператоры-хроникеры, несмотря на свои заслуги и героизм, проявленные во время войны, в мирной жизни были очень скромными людьми и редко сами становились героями фильмов. В наших архивах сохранились уникальные кадры воспоминаний белорусских кинооператоров, которые и после войны продолжали работать на студии «Беларусьфильм». А снял их сын фронтового кинооператора Владимира Цислюка, оператор и режиссер Владимир Цислюк-младший. Все белорусские кинохроникеры, все белорусские на одной грузовой машине, забрав прикрепленные на студии кинокамеры, добрались до Москвы. Мы появились на центральной студии, они очень обрадовались, потому что им нужно было очень много операторов. Был Цислюк Владимир, был, значит, Войнарович, был Иосиф Войнарович, Миша Капкин был. Кстати, Миша Капкин погиб на фронте. Последнюю его съемку я видел, бои за плотину Днепрогесса. Для того, чтобы обеспечить кинопроизводство кадрами, в глубокий тыл сумели эвакуировать часть кинематографистов из Ленинграда, Москвы, из оккупированных Минска, Киева, Одессы, Ялты. С фронтов в Алма-Ату начинают отзывать опытных режиссеров. Среди них Владимир Корж-Саблин и Юрий Тарич, мастера и основатели белорусского кинематографа. Я был в Алма-Ате 80-е годы на кинофестивале, и какой-то старожил местной киностудии подвел меня к 2- или 3-этажному дому и, указывая на окна, называл фамилии кинематографистов, которые в эвакуации жили и работали вот в этом доме. Причем в каждой комнате ютилось по 2, по 3 семьи. Это были все сплошь фамилии из энциклопедии советского кино. А потом мне открыли дверь в павильон, заваленный каким-то хламом.
И вы знаете, не верилось просто, что вот на этой площади 200-300 квадратных метров великий Эйзенштейн снимал эпизоды своего великого фильма «Иван Грозный». Седлай коней, в Москву скакать! Ради русского царства великого. В Алма-Ате Корж-Саблин и Юрий Тарич сняли 2 игровые новеллы для боевого киносборника. Киноэнциклопедии свидетельствуют, что на экраны эти картины почему-то не вышли, но в архиве Госфильмофонда они сохранились. Сегодня мы впервые покажем вам фрагменты этих фильмов. Режиссер первой новеллы – Корж-Саблин, а в главной роли девочки-пчелки популярная по довоенным картинам актриса Янина Шеймо. Я думаю, многие ее помнят по фильму 1947 года «Золушка». В фильме «Пчелка» героиня разгадывает коварный замысел врага и заводит немецких разведчиков, переодетых в красноармейскую форму, в болото. Этим она помогает партизанам обнаружить врага и уничтожить отступающую немецкую часть. Пчелка, вы решили идти обратно? Нет, обратно я вас не поведу. Вы думали меня обмануть, думали, девчонка, а я вас обманула. Что ж, я не вижу, что вы немцы. Я вас нарочно сюда завела. Здесь болото, трясина. Еще ни один человек, не зная наших мест, отсюда не возвращался. Пчелка! Что, страшно? А мне, думаете, не страшно? Это вам за дедушку, это вам за мамку, это вам за всех нас. Слышите? За всех нас. Тоните, тоните здесь проклятые ганцы! Проклятые ганцы! Вместе режиссер Юрий Тарич и Владимир Корж-Саблин снимают игровую новеллу «На зов матери». В ней заняты многие известные советские актеры и звезда довоенного кино, наш земляк Петр Олейников. Ну, самый красивый город на всем земном шаре – это, конечно, Москва. Ну, а потом, безусловно, Ленинград. А вот на 3-м месте стоит город Копоткевичи. Что? Кто? Копоткевичи. На берегу реки Аресы. В древние времена рай помещался именно там. Это точно известно. Копоткевичи? Да. Я про такой город в эфире не слыхал. Мало ли что мы не слыхали, не видали, не пробовали. Вот некоторые товарищи разбираются в пулемете, а пороха, извините, не нюхали. Так что ли, товарищ Нафталинский? Моя фамилия не Нафталинский, а Фаталинский. Фаталинский. И если вы про меня, если вы про порох, то я не виноват. Я здесь только 5 дней, вот. И учтите, товарищ, что в городе Полоцке я выжимал левой рукой 3 пуда. Сколько? 3 пуда. Кто? Я. Ты? Я! Ха-ха, братцы, нагнись, брехня летит. Беларусь, не будешь ты в полоне, мы придем из нищих чужаниц. Нашу армию стремать, наши пушки гремять, не даруя фашистам. Что еще интересно, тексты песен, которые звучат в фильме, написаны белорусским поэтом и писателем, впоследствии лауреатом 2 сталинских и ленинской премий, народным поэтом Беларуси Петрусем Бровкой. Беларусь, и прославит, конечно,
И вот еще о фильмах, снятых во время войны с участием белорусских кинематографистов. Ну, в Германии с 1933 года разгул фашизма, и знаменитый театральный режиссер и драматург Бертольд Брехт бежит в Советский Союз. Он показывает тоже всемирно известному кинорежиссеру, уже во всем мире знаменитая его картина «Мать», Всеволоду Пудовкину, показывает свою пьесу на свежую тему, антифашистскую пьесу «Жизнь и отчаяние в Третьей империи». Пудовкину пьеса очень понравилась. И они с Брехтом в Алма-Ате в эвакуации сочиняют киносценарий под названием «Убийцы выходят на дорогу». Фильм запускают в производство. В сорежиссеры Пудовкин приглашает классика белорусского кино Юрия Викторовича Тарича. Картина состояла из 6 новелл, в каждой из которых была ситуация, заканчивавшаяся страхом и отчаянием. В эвакуации находились лучшие артисты советского театра и кино, и многие из них снимались в этой картине. Это Михаил Остангов, Ада Войцик, Софья Магарил, Олег Жаков, Блинников. То есть лучшие артисты снимались в этой картине. Ну вот одна из ситуаций одной из новелл. За столом обедают профессор, жена, сын. Профессор позволяет себе вольнолюбивые речи, и вдруг мать замечает, что сына нет. Сын ушел доносить, что у профессора страх и отчаяние. Идут! Карл! Эти фрагменты, предоставленные нам Музеем истории белорусского кино, у нас в Белоруссии демонстрируются впервые. Что это такое с вами? Ты где был? Конфеты покупал? Ты конфеты покупал? Ну а что же еще? Ясно. Картину не то что не выпустили в прокат, ее даже не допустили до просмотра художественным советом. Почему? Потому что страх и отчаяние в те годы были характерны не только для фашистской Германии. В 1943-м Корж по своему сценарному плану ставит белорусский киноконцерт. Там декламировали, пели и танцевали участники декады искусства БССР, которая проходила в Москве ровно за 1 год и 1 неделю до дня начала войны. На экране оперные вокалисты Лариса Александровская, Арсен Арсенко и Рита Млодек, артист театра и кино Леонид Рахленко, другие артисты. Белорусский киноконцерт был широко растиражирован, и кинопередвижки возили и показывали его на всех фронтах.
куревных кратов, я тебе не кину на голову, и твоим девчину за куревных кратов. Бывайте здоровы, живите богато, а же поедем до своей хаты. Зеленой дубраве ночевать будем, ваши ласки повек не забудем. Бывайте здоровы, збирайтеся силой, фашисты знайдуть в Беларуси могилу. За Гомель, за Минск, за народную честь врагу беспощадная лютая месть. И снова на лугах и долинах привольных свести Беларуси в семье нашей вольной. Как вы знаете, нашу киностудию «Беларусьфильм» еще в шутку называют «партизан-фильм», потому что только у нас сохранилось огромное количество оружия, и очень много фильмов о войне было создано именно здесь. На нашей натурной площадке сохранились землянки, блиндажи, окопы, деревенские избы, где можно отснять всю военную натуру. Вот. А если вы хотите посмотреть еще оружие 1812 года, вы можете пройти вот туда. На недавно реконструированной киностудии «Беларусьфильм» на стенах развешаны фотографии со съемочных площадок известных белорусских фильмов. Эти фотографии время от времени меняют, но неизменным остается стенд с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них в жизни студии и в моей судьбе сыграли важную роль. Семен Исаакович Тульман, он сыграл решающую роль в моей судьбе. Благодаря ему я был принят в штат киностудии «Беларусьфильм». Он был директором фильмов, организатором сложнейших съемок. Он был не просто ветеран войны, вот как тут его фотография на стенде, он был инвалидом войны, у него не было фрагмента черепа, и когда он наклонялся, было видно, как под кожей просто пульсирует мозг. Но это не мешало ему быть очень веселым человеком в жизни и очень добрым. Это он приметил меня, бегавшего по заданию Льва Владимировича Голуба на фильме «Миколка паровоз», и вызвал меня в Минск из Гродно. И благодаря ему я стал работником киностудии «Беларусьфильм». Вольно! Вольно! Что за войско? Остатки батальона, товарищ комдив. Ах, не войско, остатки. А остатком, значится, можно драпать? Кто разрешил? Приказ был, товарищ комдив. Какой приказ? Никакого приказа на отход. Вам приказ защищать родину, лейтенант.
Еще одна фотография на стенде ветеранов войны Александр Яковлевич Карпов. Среди снятых им фильмов о войне есть экранизации произведений Василия Быкова. И это неудивительно. Режиссер-фронтовик экранизирует прозу писателя-фронтовика. Богатыри, вот вам и богатырская задача. Оборонять станцию с запада. Вон там, за лесочком станции. Займете на ней оборону, ясно? Так точно, ясно. Держаться, пока не развернется подходящая дивизия. Потом потеснитесь. А пока кровь из носа стоять. Ясно? Тема войны у меня была главной и осталась. Потому что я сам себе сказал, что я, как солдат, должен отдать память моим, которые остались там на поле боя, а я выжил. Я о них все время только и снимал. И столько нив прошел, подняться не успевших, ты столько встретил сел, разбитых и сгоревших, окопы в два ряда, зловещие зорницы, и это никогда не может позабыться. Я когда начал работать в кино на Беларусьфильме, вот, то мне прельщало в кинематографе то, что каждый год, каждый фильм – это разные фактуры, разные времена. То есть это работа очень интересная. Уже сам перечень фильмов, который Владимир Андреевич Дементьев оформлял как художник-постановщик, свидетельствует о тяготении его к работам определенной темы. «Улица младшего сына», «Третья ракета», «Через кладбище», «Иван Макарович», «Батька», «Братушка», «Время выбрало нас», «Третьего не дано», «Знак беды», в августе 44-го. Офицер-ветеран, фронтовик-разведчик Владимир Андреевич Дементьев уверенно чувствовал себя на кинематографической территории войны. Начиная с 22 июня 1941 года хроника Минска, которую до войны с любовью снимал оператор Иосиф Наумович Вейнерович, разделилась на до войны и после войны. А все 4 военных года его оружием стала кинокамера. Он же снимал свой город и республику во время ее освобождения. Режиссер-оператор Иосиф Вейнерович снова, как когда-то в дни своей боевой молодости, среди партизан. Народный артист республики
посвятил им не один свой фильм. Ни один фильм, ни одна телепередача и у нас, и в России, посвященные освобождению Минска, освобождению Белоруссии, не обходятся без этого кадра, который сейчас уже можно считать знаковым. Это когда с фасада, с фронтона, практически с крыши Дома правительства рушится вниз огромный круг со свастикой. Но как это могло быть снято? Ну, вы же сами понимаете, что это подсмотреть невозможно было. Это не фильм наблюдения был. Заряда в камере 30 метров. Это на 3 минуты всего камера АИМО заводная. Значит, с оператором заранее была договоренность у рабочих, что по его взмаху только они бросят это все вниз. И вот они уже все разобрали все крепления, ждут. Оператор здесь навел фокус, отрепетировал панораму, включил камеру и тогда взмахнул, и вот эта огромная конструкция рухнула вниз. Замечательный кадр. И фамилия этого оператора была известна еще по фильмам «Разгром немцев под Москвой» и «Освобождение Советской Белоруссии», он там в титрах. Звали его Михаил Беров. Вот такими кадрами входят в историю кино. И вот такими кадрами пишется история страны. Вы видите очень редкие кадры. Фронтовому кинооператору вручают медаль партизана Отечественной войны. Это белорусский кинооператор Владимир Павлович Цеслюк. После войны фронтовые кинооператоры составили костяк студии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов. На этих кадрах они на своей традиционной встрече по случаю Дня Победы. Все еще живы, полны сил, творческих планов.